Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости. С последними событиями вас познакомлю я, Елена Рей. В ходе рабочей поездки первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров посетил площадки особой экономической зоны «Алга» и ознакомился с ходом работ по реконструкции площади Ленина. Совместно с резидентами ОСЗ, представителями АО «Корпорация развития РБ» и руководителями организаций по инфраструктурному обеспечению площадок побывали на территориях, где разместятся будущие производства. В ходе выездного совещания резиденты экономической зоны, члены правительства обсудили подготовленность инвестиционных площадок под строительство, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в ближайшей перспективе и внесли свои предложения. На территории площадки номер 1 ознакомились с ходом строительных работ первых резидентов ООО «Производственное объединение «Аркада» и предприятие БК Технолоджи. Через год-полтора эти предприятия готовы запустить производство. Как отметил Андрей Геннадьевич, для того, чтобы приемка состоялась, важна планомерная совместная работа по всем направлениям. Это и инженерные коммуникации, строительство дорог, газификация и многое другое. Тем более, что в городах Ишимбай, Салават и Стерлитамак имеется большой кадровый потенциал. Напомним, реализация инвестиционных проектов на территории ОСЗ «Алга» будет способствовать развитию экономики Ишимбайского района, росту занятости населения, созданию новых рабочих мест и расширению сферы услуг. И в продолжении темы. В июле нынешнего года Корпорация развития Башкортостана утверждена управляющей компанией особой экономической зоны «Алга». В сферы ее деятельности входит создание и обеспечение работы объектов транспортной, инженерной, таможенной инфраструктуры, привлечение, отбор и организация работы с резидентами, благоустройство территории зоны. Сегодня первые резиденты БК Технолоджи и производственное объединение «Аркада» приступили к реализации своих проектов на первой площадке и начали подготовку к строительству своих производственных площадок. О ходе работ наш следующий сюжет. Решили отбить все 18, добавили сюда и вот сюда. Особая экономическая зона «Алга» образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Сейчас на площадках работы идут полным ходом. Генеральная подрядная организация «Телпарстрой» выполняет работы на территории будущей швейной фабрики «Аркада» с середины июля. Сегодня обработано более 6 гектаров территории, вывезены и утилизированы отходы. На данном этапе ведем разработку котлована под свайное поле основного здания. Котлован начат, выведено на рабочую отметку. Пока рабочие моменты, техника работает, люди работают, вроде все довольны. В течение 3 месяцев после закупочных процедур проектная организация должна будет выполнить проект планировки и межевания территории внутри особых экономических зон, а также определить варианты прокладки инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Мероприятия по железнодорожному и транспортному обустройству по всем 4 площадкам ОСЗ уже начались. Сейчас ведется согласование с точками примыкания ЖД, РЖД путям и «Газпромнефтехим Салават». Строительство ориентировано на следующий год. Здесь у нас расположено несколько резидентов. Уже на сегодняшний день будут заключены договора с БК Технолоджи и «Аркада». Эти организации ведут строительные работы, идет подготовка под устройство свайного поля у «Аркады», идет отсыпка территории у БК Технолоджи. Начали ограждать территорию строительной площадки. Также проводится расчистка территории вдоль дороги. Там будет расположен административно-бытовой комплекс, таможенный пост и парковочные площадки. Рассмотрение вопросов энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут проводиться вместе с проектной документацией. Сегодня на территории площадки «Аркады» ежедневно работает около 10-12 единиц техники. В перспективе планируют привлечь до 60 рабочих мест различных специальностей. Елена Рей, Артем Наговицын для информационной программы. В Ишимбайском районе стартовала акция «Здоровая республика», благодаря которой сельчане могут, не выезжая в город, пройти диспансеризацию, посетить прием и получить консультации у узких специалистов. Первым пунктом назначения поезда здоровья стало село Макарово. Сюда прибыли передвижные ФАПы, флюорографы и 3 автомобиля центров здоровья из Стерлитамака и Кумертау. Мы проводим рентгенографию молочных желез профилактической целью. Проводится это для того, чтобы выявить онкологию сейчас, потому что
знаете, что у нас обострение насчет онкологии, поэтому у нас вот отправляют каждый год всеобщая диспансеризация. Жители Макарова получили возможность сделать электрокардиограмму, узнать свой водно-жировой баланс, проверить глазное дно, сдать кровь на сахар и холестерин и сразу же получить заключение терапевта. Специалисты отделения микрохирургии и ЦРБ выявили у части обследованных сельчан глазные патологии. Всем им назначено соответствующее лечение, а тем, у кого обнаружена катаракта, выписано направление на операцию в Уфимский НИИ глазных болезней. Акция «Поиск здоровья» продолжится и в других населенных пунктах. У жителей сел, имеющих проблемы со здоровьем, еще есть возможность получить консультации медиков. Для этого необходимо обратиться к своему фельдшеру. Сколько? 125? Немножко назад голову. На меня смотрите. Напомним, что акция «Здоровая республика» проводится в рамках реализации национального проекта здравоохранения. В прошлом году во время работы акции «Поиск здоровья» в Башкортостане было обследовано 78 тысяч жителей республики. Выявлено 14 случаев туберкулеза, более 40 подтвержденных случаев онкозаболеваний, несколько тысяч человек поставлены на учет с диагнозом «сахарный диабет». В рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в Ишимбае благоустроили дворовые территории во дворах домов номер 44 и 46 на улице Губкина и по улице Зеленая, 5. По словам подрядчиков, здесь капитально отремонтировали асфальтовое покрытие проезжей части, сделали ремонт отмостки, установили скамейки, урны, малые архитектурные формы. Детские площадки сооружены с травмобезопасным резиновым покрытием и ограждением. Во дворах также установили камеры видеонаблюдения, контейнерные площадки. Мусорные баки заменили на евроконтейнеры, а светильники на более современные и мощные. Также покрасили бордюры, высадили деревья, благоустроили газоны, сделали разметку проезжей части. Напомним, за 2 года в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в Ишимбае благоустроены 16 дворов. Ишимбайский центр социального обслуживания населения «Ансар» запустил очередной проект для представителей так называемого третьего возраста. В рамках проекта «Ишимбайское долголетие. Перезагрузка» организаторы предоставляют возможность ишимбайцам старшего поколения бесплатно посещать занятия с инструкторами по танцам, аквафитнесу, адаптивной гимнастике, прослушать курс лекций по сохранению здоровья. На днях состоялась первая встреча участников клуба. Подробнее смотрите далее. Это не первый такого рода проект Центра «Ансар». На этот раз Центр стал победителем конкурса на предоставление гранта главы РБ. Социальный проект под названием «Ишимбайское долголетие. Перезагрузка» ориентирован на пожилых людей. В рамках проекта пожилые люди города Ишимбая освоят 3 технологии активного долголетия. Это адаптивная гимнастика, это танцы и аквафитнес. Для реализации данного проекта нами создана команда проекта, который, в принципе, участвовал в предыдущих грантах. Уже закуплено специальное оборудование и инвентарь. На первой встрече участники познакомились с командой проекта, инструктором по адаптивной гимнастике и аквафитнесу, хореографом, инструктором по медицинской помощи с добровольцами проекта. У центра «Ансар» за плечами большой опыт реализации подобных социальных проектов. Ишимбайское долголетие «Перезагрузка» уже 6-й по счету. Реализован региональный грант «Нам вместе интереснее жить», в рамках которого был создан клуб СССР, что означает «сами себе создаем радость». Социальный проект «Мир открыт для нас с тобой», президентский грант движения долголетия и другие. Последний стал прообразом сегодняшнего проекта, где люди 3-го возраста освоят технологии активного долголетия. Наши женщины хотят восстановить свое здоровье, хотят участвовать на этих проектах. Ходили раньше мы, вот на плавание ходили, на бассейн ходили. Потом мы, фитнес был у нас, еще мы скандинавскими шагами ходили. Ездили в Петербург, Москву, Крым, ездили, Казань. Мы вот собираемся своей группой и вот ездим. А у нас всякие эти, как говорится, конкурсы есть, кружки, 6 кружков.
Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни среди пожилых людей, и принять в нем участие могут все желающие. Участников уже разделили по группам, в каждой из которых будут заниматься по 15 человек. По итогам гранта каждый выберет для себя то, что ему наиболее интересно. Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. На территории школы номер 2 официально открыли многофункциональную спортивную площадку, благодаря чему у ишимбайцев стало больше возможностей для занятий физкультурой и спортом. Профинансировало строительство спортивного объекта АО «Салават-Стекло», генеральный директор которого Сергей Агуреев, выпускник СОШ номер 2. На площадке с резиновым покрытием можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол. В церемонии ее открытия приняли участие заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Эльза Карамурзина и заместитель главы администрации муниципального района Айгуль Бекбулатова, которые вручили золотой знак ГТО 22 нашим землякам. Данные тренажеры установлены для выполнения норм ГТО. Ну, естественно, вот эти тренажеры, они установлены для того, чтобы развивать все группы мышц. Вот здесь вот мы видим, и перекладину тоже для подтягивания, тоже для выполнения норм ГТО. Здесь вот упражнения для выполнения поднимания туловища, сгибания, разгибания рук. Напомним, что ранее в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» и реализации мероприятий комплекса «Готов к труду и обороне» нашему муниципальному району выделили комплект тренажеров, которые также установили возле школы номер 2. Отметим, что заниматься на территории спортивного городка могут не только почти 1500 учащихся СОШ номер 2, но и все желающие. В Башкортостане прошел фестиваль-марафон «Песня России» Надежды Бабкиной. Народная артистка прибыла в республику с Московским государственным академическим театром «Русская песня». Профессиональные коллективы и исполнители из разных регионов России выступили на центральных площадях Нефтекамска, Агидели, Янаула, Дюртюлей, Тумазов, Октябрьского, Давлеканова и Кумертау. Посетила народная артистка и Ишимбай. Концерт Надежды Бабкиной состоялся с участием творческих коллективов из Краснодара, Саранска, Якутии и других регионов. В празднике приняли участие и местные творческие коллективы. Нам предоставилась такая большая возможность, большая честь для нашего коллектива выступать на одной сцене с такими именитыми артистами со всей России, тем более с Надеждой Георгиевной Бабкиной. Это для нас огромная честь. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.